В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Тимур Алиев, помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и права человека. Тимур Машулов. Да, Маша. Хотелось бы поговорить на такую светлую тему, как журналистика помогает формировать гражданское общество нашей республики. И мой первый вопрос. В чем существенная роль журналистики, когда регион развивается и нужно показывать почти каждую сферу жизнедеятельности нашего региона? Ну, у журналистики несколько целей, да. Информирование граждан, просвещение иногда граждан, иногда социализация, иногда вот то, что было названо первым, то есть вот это самое пресловутое построение гражданского общества, оно также, в общем-то, является целью журналистики. Ну, дело в том, что журналистика — это очень масштабное понятие, потому что пресса бывает, начиная от желтой прессы, да, ну, в хорошем смысле желтая пресса, я имею в виду, когда гламурная, иначе говоря, пресса, да, которая там освещает жизнь звезд там, или так далее, еще что-то. Такого рода информация тоже нужна, с одной стороны, поскольку она, в общем-то, развлекает, информирует людей, дает им какую-то, не знаю, может быть, она даже пища для ума. А есть какие-то такие вот уже высокие цели, да, задачи, которые строит журналистика, как мы говорим уже о построении гражданского общества, то есть общество неравнодушных людей, общество людей, которым не все равно, как и что делается вокруг них, и как раз-таки для этих задач и служит журналистика. И в свое время я много занимался именно вот этой темой на стыке, да, журналистики, гражданской так называемой журналистики и построения гражданского общества. Мы целые семинары проводили на Северном Кавказе на эту тему. Тогда это было очень актуально, потому что то, что сегодня у нас каждый блогер, тогда это было еще людям в новинку. Блогосфера была что-то непонятное, что-то очень странное. Вот. А мы говорили о том, что через построение вот этих вот блогов, когда каждый человек получит возможность высказывать собственное мнение, когда каждый человек станет своеобразным средством, таким мини, а иногда и не очень мини, да, если мы можем посмотреть, как блогеры-миллионники, в общем, таким средством массовой информации своеобразным, вот тогда-то у нас и получится гражданское общество. Ну, это не единственный, конечно, критерий, не единственное какое-то доп. Условие. Это просто одно из направлений, по которым можно формировать это гражданское общество. Но вы в прошлом журналист, верно? Я в прошлом и журналист, и общественник. Как раз вот лет 20 назад я вот занимался этим на стыке. Но если смотреть на то, что как сегодня формируется и как работает система СМИ в Чеченской Республике, то какую вы оценку ей дали бы? Опять же... Насколько тогда было сложно быть журналистом? Вот. Тогда, 20 лет назад. Когда вы этим занимались? Ну, на самом деле, каждый период имеет свои сложности, есть свои минусы, есть свои плюсы. С одной стороны, работать было интересно, но во многом где-то сложнее. Сложнее было получить информацию, сложнее было куда-то ее, значит, эту информацию выложить уже, да. Опять же, технически было во многом сложно. Сегодня, когда есть широкополосный интернет, и ты можешь в режиме онлайн быть средством массовой информации, это совсем уже, конечно, другие условия, прежде всего с технической точки зрения. Поэтому нельзя сказать, что вот тогда было все плохо, сейчас все стало хорошо. У каждого периода свои сложности, свои какие-то подводные камни, свои течения. Но я хочу сказать, что если так уж попытаться абстрагироваться, и мне кажется, сейчас журналистам быть одно удовольствие, как я уже сказал. Много хороших новостей. Много хороших новостей, легко работать именно в плане, что нет проблем иногда с получением информации, и опять же нету технических проблем. То есть 20 лет назад получил ты информацию, записал на диктофон. Пусть хорошо, если цифровой у тебя диктофон, может быть у тебя еще пленочный. Пришел, расшифровал на бумагу записал, потом все на компьютере набил, потом пошел там, не знаю, интернет-кафе где-нибудь в лучшем случае, которое с некачественным интернетом вышел в интернет, куда-то отправил, в общем, оно вышло. А сейчас ты можешь прям сходу
на телефоне набрать информацию и куда хочешь выкладывай ее. Вопрос объективности журналистики. Ну, вот вопрос объективности уже не имеет отношения ко времени. Всегда есть, это, наверное, уже от этики журналиста все зависит. То есть какого-то внутреннего стержня журналиста, тому, как его в том числе еще учили, чему учили. То есть, я думаю, я никогда не работал вот в желтой прессе, но мне кажется, что там учат журналистов, чем горячее материал, чем... Высасывать из пальца. Ну, это тоже высасывать из пальца, да, но я имею в виду даже не высасывать, а чем скандальный материал, тем лучше. То есть поймать интервьюера на какой-то там обмолвке, подать ее как, не как обмолвка, да, не как там человек просто хотел сказать там одно слово, чуть запнулся, там что-то другое сказал, вот мы тебя на чистую воду и вывели. Вот это подача журналистов желтой прессы. Вот. И мне кажется, их специально учат вот такому. А может, не знаю, внутренний какой-то стержень у человека такой, что он любит, вот, внутри у него торжествует что-то, когда другой человек ошибается, и когда он может какую-то гадость сделать человеку. А объективная другая журналистика, правильная журналистика, гражданская журналистика, ответственная журналистика, она такого себе позволить не может. Этическая журналистика, опять же. Тимур, вот вопрос. Да. Вам верено главой Чеченской Республики отвечать за направление формирования гражданского общества нашей республики? Да, в том верно? числе. За соблюдение прав человека. У нас несколько структур, как бы в этом мы Вот. сотрудничаем. И по вашему мнению, насколько важно жителю Чеченской Республики, просыпаясь, включать телевизор и смотреть, что происходит в республике? Ну, конечно, объективное информирование, так называемое, это основа основ построения и гражданского общества, и построения бесконфликтного общества. От чего в обществе, между людьми, между человеком и какой-то структурой может возникнуть недопонимание, от недостаточного информирования, знания, да? То есть, когда ты просто чего-то не знаешь, и ты принимаешь решение, исходя из своего уровня понимания этого предмета, исходя из своего уровня информирования. Иногда это приводит к конфликту. Но это, опять же, основа конфликтологии. И когда люди взаимно информированы, когда, не знаю, до власти доведена объективная информация, соответственно, решения принимаются уже более точные, более правильные, более взвешенные, более подходящие всем в этом. Еще один момент. Совсем вот накануне 21 числа был Всемирный день телевидения, если я не ошибаюсь. Да. То есть 21-го был Всемирный день телевидения. Это мероприятие посетил герой России, глава Чеченской Республики, в процессе чего Рамзаном Ахматовичем была сделана огромная поддержка нашим коллегам. И был такой месседж со стороны главы о том, что он будет всесторонне поддерживать журналистов и в целом наших коллег, которые будут говорить правду, разоблачать кого бы там ни было, будь то это чиновник, либо кто-то еще, лишь бы он был бы на стороне народа, это же журналист. Но вы как вообще отреагировали на этот месседж? Ну а когда глава не поддерживал наше телевидение, нашу прессу, у него всегда было очень хорошее взаимопонимание и не только с нашей прессой, не только с журналистами Чеченской Республики, но и, в принципе, с московскими, не знаю, журналистами, приезжающими из-за рубежа. Но говорить о его уровне взаимодействия с нашей прессой, это вообще, по-моему, можно только... Любой глава региона, любой регион может только позавидовать такого рода тесным отношениям с прессой. То, что делается в журналистике, он всегда готов говорить с журналистами, ну, теми журналистами, которые действительно объективные, да, этические журналисты, а не те, вот, о которых мы упоминали некоторое время назад. И, естественно, как я сказал, очень важно для органов власти, а глава Чеченской Республики, это прежде всего еще, в том числе еще орган власти, чтобы до него доходила абсолютно объективная, точная информация. Потому что если вдруг, не знаю, ну давайте даже не нашу ситуацию возьмем, не знаю, какой-то другой регион. Другой регион, да. Хорошо. Возьмем регион N,
котором вот, Энск, да. Энск, да, вот так вот. Да, и вот это, в этом Энске все очень плохо. Разбитые дороги, автобусы не ходят вовремя, не по расписанию, там, я не знаю, что еще там плохо. Люди не вовремя получают зарплату. Скорый вообще через 4 часа приезжает, когда уже человеку уже поздно, собственно, ничем не помочь уже. Вот. А губернатор всего этого не знает, и ну, нет у него информации точно. Ему его заместители очень хорошую картинку докладывают, что все замечательно. Может, они там воруют, эти вице-губернаторы у него все. И в итоге, и жители недовольны всем, что происходит. Нарастает какое-то, не знаю, возмущение, люди там на митинг выходят, к примеру. Вот этот митинг разгоняется, потому что губернатор думает, как же так, мы живем Хорошо. в таком замечательном регионе, у нас все хорошо в нашем Энске, а люди вот негодуют То есть почему-то. вы хотите А потом сказать, еще и президент туда приезжает и видит, как все плохо, и снимает этого губернатора в итоге. связь губернатора с реальностью – это и есть СМИ. Конечно, объективное информирование, доведение до власти информации о том, что происходит на местах, это прежде всего задача, не прежде всего, это одна из важнейших задач современных средств массовой информации. А если так спросить, допустим, касаемо уровня СМИ, Мгм. мы знаем, что на различных мероприятиях, связанных с Уровень какой имеется в виду? Муниципальный, наш региональный? региональный Или уровень, уровень качества? да, качество, уровень. Ага. И мы знаем, что на различных мероприятиях очень часто чеченские журналисты, чеченские СМИ всегда получают награды Награды. и первые места. И это, естественно, тоже заслуга главы Чеченской Республики. Как, если сравнить с другими регионами, мы можем сказать, что у нас в Чеченской Республике СМИ действительно на очень хорошем уровне. И мы, по крайней мере, являемся там в пятерке лучших, если даже не тройке. По оснащению, по подаче, Да, да. по выездам. Мне сложно судить сегодня о печатных средствах массовой информации, потому что на самом деле, конечно, они отживают уже последний день, как бы печально это ни звучало. Вот. И давно уже они отживают на самом деле во всем мире. Эта тенденция уже 20 лет назад наметилась в Российской Федерации, у нас в республике. Но нельзя ни в коем случае, конечно, забывать о них. Нужно продолжать, особенно в том, что касается, прежде всего, печати на национальных языках. Ну, это не только Чеченская Республика касается, это всех регионов, где есть пресса, печатная пресса на национальных языках. А что касается электронных средств массовой информации, телевидения, радио, то я могу точно сказать, что, по-моему, нигде так много не уделяется внимания средствам массовой информации от властей, как в Чеченской Республике, потому что тот уровень оснащения технического, та поддержка, в том числе, ну, не знаю, на уровне тренингов, да, то есть приезжают федеральные специалисты сюда, обучают наших специалистов. Очень часто. Часто очень. Наши специалисты ездят в Москву на стажировку. Вот. Мне кажется, такого нет ни в одном регионе Российской Федерации, как у нас. Поэтому мне кажется, у нас очень... Вот в этом плане власть делает все, что может. Просто уже задача прессы, те чаяния, которые возлагает на прессу, на журналистов глава Чеченской Республики, чтобы они уже оправдали. Но мне кажется, оправдывают, потому что я знаю, что наши телевизионщики востребованы. Я, по крайней мере, знаю точно, что очень часто они выезжают в соседние регионы, не знаю, тут Дагестан, там, Северную Осетию, для того, чтобы проводить съемки тех или иных мероприятий, которые там проходят. Тимур, вот часто, я заметил часто, что мои некоторые знакомые, не буду говорить, что это мои коллеги, пользуются различными чатами. Допустим, если всеми известный чат GPT. Угу. И, допустим, даже когда кто-то к чему-то готовится, там задают определенный алгоритм, и он выдает определенный текст. Это касается пропишущих журналистов. Не кажется ли вам, что это опасно для творческой стороны журналиста? Что это в будущем может сыграть дурную шутку с подкованностью журналиста либо деятеля СМИ? Ну, если злоупотреблять этим, безусловно, наверное... Ну, вы сами пользовались хотя бы раз услугой GPT? Да, конечно. Мне интересно всякие технические новинки в этом плане, естественно, я тестировал. И я могу сказать, что, конечно, нужно очень потом проверять тщательно то, что тебе этот чат GPT, да, потому что он так это может, такого понаписать иногда может. Вот. Ну, то есть он неплох в какой-то рутинной части,
Вот. Но какие-то тонкости Не уже... гибкий. Он не гибкий, недостаточно информированный. Он может запросто там регионы перепутать, я не знаю, или еще что-то. Ну, то есть он с каким-то таким непонятным... Есть недоработки, верно? Я не знаю, недоработки, это он же использует ту базу данных, которая есть в сети интернет, в принципе же. То есть весь тот массив данных, который сегодня... И может повторяться. Он и повторяться ему, да, ну, в какой-то части он повторяется, хотя достаточно склонен к импровизации. Но я имею в виду, что тот массив данных, который есть в интернете, он же не всегда верен. Есть там и не совсем точная информация. А там, перепроверить он не может, чат GPT, он же не может позвонить там куда-то и уточнить, это правда или нет. Вот. Он использует те массивы данных, которые уже есть в сети. Вот. Поэтому он может ошибиться, когда опирается на какие-то данные, которые могут оказаться неточными. Вот. Но вообще, не знаю, насколько уместно вспоминать классику фантастики в этой связи. Я постараюсь. Я не упомянул нашим зрителям, что Тимур Алиев также является писателем. Фантаст. Фантаст. Да, ну, я не пишу научную фантастику, это больше социальная фантастика. О проблемах социума. Ну, социума, да, прежде всего. Антиутопия. Ни разу к сожалению, пока не Я получалось. Я хочу просто вспомнить произведение классика научной фантастики Айзека Азимова. Там был момент, когда некое будущее, ну неважно насколько какое будущее, я вкратце постараюсь. И в этом будущем молодые люди не учатся в школах. Они живут в свое удовольствие до 16 лет. Что хотят, делают там. А в 16 лет они приходят на прием к специалисту, тот определяет склонность какую-то, ну, по каким-то параметрам уже, опять же, с помощью некого искусственного интеллекта определяет у данного молодого человека какую-то склонность к чему-то, на него сразу там надевают какое-то оборудование, и ему сразу внедряют те знания, которые нужны будут для этой вот профессии, да, вот склонность которой у молодого человека есть. И он сразу готовый специалист. То есть он жил в свое удовольствие, 16 лет до, выпускник, я не знаю, там, учитель физики, допустим, ну или там, не знаю, или там инженер, материаловед. У него все знания готовы уже в голове есть, он может ехать работать. Вот. И казалось бы, такая благостная картинка, но немножко пугающая. Пугает сейчас. Да, и вот там герой, который, он, когда жил, он, значит, как-то ему стало интересно, он читал книжки, чему-то учился до того, как прийти к этому специалисту. И он приходит и говорит, я вот книги читал. Типа, послушай, да, хорошо, где-то занесли пометку, снимает с него потом это оборудование, он что-то не чувствует никаких новых знаний в себе. И говорит, как так? А он говорит, а вы не способны, типа, к никакому обучению. Вот у вас организм такой, вот такое бывает иногда, да. И вот мы вас помещаем в какой-то там карантин, и вы там уже своим ходом будете, ну, то есть вот там по старинке учебники, учите, значит, там все с нуля, там математику, физику, высшую математику, химию, биологию, там, ну, в общем. И он приходит, значит, там его поселяют в комнату с еще одним человеком, и ему там, если условно говоря, 16-18, молодой человек, а тому уже за 30 где-то. И он говорит, а ты что? Он говорит, да я до сих пор, мол, типа учусь. И он в шоке, как же так, это мне всю жизнь теперь вот так вот, значит, я-то думал, ну, жизнь начнется, сейчас все будет хорошо, я должен теперь там в 30 лет я буду учиться, оказывается, как же так. Вот. Ну и он там устраивает побег, пытается против системы, в общем, потом выясняется, оказывается, что система не так уж глупа, как показалось с первого взгляда, на самом деле то, что вот он читал книги, то есть это и была его склонность на самом деле. То есть это человек, который склонен, вообще, возможно, которого самообучению, что называется, у которого есть эта потребность самообучения, в самостоятельном получении информации. Вот. И как раз таки из таких и вырастают будущие преподаватели и будущие, не знаю, авторы учебников. Тот, который с ним на самом деле жил в квартире, комнате, он на самом деле тоже какой-то там доктор наук уже, и, в общем-то, он там какой-то ученый, и он преподаватель. Просто он в свое время смирился с этой задачей, и он, значит, вот он преподаватель просто. А этот молодой человек, когда устроил еще и побег ко всему прочему, он выявил в себе склонность, что он не просто может быть преподавателем, но и уже действительно автором учебника и уже продвигать науку дальше. То есть на самом деле
искусственный интеллект — это все хорошо, и он может решать какие-то прикладные такие рутинные задачи, но он никогда не сравнится с мозгом человека, по крайней мере, в ближайшей перспективе. И человек всегда нужен для того, чтобы, не знаю, толкать этот искусственный интеллект дальше. Вы действительно думаете, что он не сравнится с мозгом человека? А недавний Уверен. вот этот тест, который устроили, и совсем недавно, кажется, было, он должен был составить задачу по скрепкам, производству скрепок. И он, насколько я знаю, в свою задачу уложил некоторые операции, которые даже были связаны с тем, что даже если нужно будет, то он готов использовать даже человека для того, чтобы производить эти скрепки. Либо вы слышали про то, что он уже начал, допустим, при опросе представляться человеком, обманывать при задаче определенных там, операций, либо задач, и вытягивать информацию, даже в общении, где... Ну, ему же дали некую установку, наверное, изначально. Определили те границы, в рамках которых он может действовать. Ему же не говорили, ты не имеешь права представляться человеком, а он вдруг взял и обманул человека. Такого же не было. Ему сказали, ты волен делать все, что хочешь. Поступай так, как ты считаешь нужным для решения своей задачи. Он, соответственно, действовал в тех рамках, которые ему задал человек. То есть все-таки ИИ нам бояться не стоит? Абсолютно нет. Это эти любые страшилки. Ну, человеку полезно иногда пугаться, пускай эти страшилки существуют. Хорошо, Тимур, Дерес Хилл, я рад, что ты нашел время прийти к нам и ответить на наши вопросы. И все же, прежде чем закончить, вот какова должна быть главная черта у журналиста, чтобы он мог бы состояться как большой журналист? Несколько качеств, я думаю. Ну, во-первых, конечно, достаточный уровень образования, ну или просвещения, так скажем, да, то есть грамотность журналистская, раз. А во-вторых, гражданская сознательность, она же патриотизм мы сюда складываем, то есть желание как можно показать общество, да, помочь обществу, быть полезным обществу, два. И третье, этичность внутренняя, ну, то есть чтобы как у него вот этого, у искусственного интеллекта не было там, что он ради достижения цели готов на все. Должно быть понимание, что не на все можно пойти для того, чтобы достичь своей цели. Дерес Хилл. С нами в эфире программа «Актуальное интервью» был Тимур Алиев, помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека. Дерес Хилл. Дерес Масанов.